Всем привет, с вами рубрика «Де-факто дети» и я ее ведущий Хасатли Даулет. Сегодня у нас будет разговор на очень важную тему для всех школьников и подростков. У нас в гостях заместитель руководителя управления общественного развития области ЖЦСУ Ильяс Тустикбаев подробно расскажет нам о проекте менторства. Здравствуйте. Здравствуй, Хасан Али. Мне очень приятно, что меня сегодня сюда позвали. И я надеюсь, что у нас сегодня будет разговор открытый. И школьникам, детям, нашим зрителям мы расскажем очень важную информацию. Очень приятно. Рад видеть вас на нашей студии. Спасибо. Расскажите, когда был запущен проект менторства и кто предложил эту идею? Менторство – это у нас проект реализуется с прошлого года по инициативе акима области Бейбита Исабаева, потому что мы последние годы все с вами видим, что среди школьников, среди детей участились разные случаи. Да? И это не только среди школьников, среди в целом молодежи, можно сказать. Есть разные факты. Например, там сейчас очень участились случаи распространения и употребления синтетических наркотиков, буллинга и кибербуллинга в школах. Сейчас мы же все сидим в телефонах, мы все пользуемся интернетом, и кибербуллинг тоже сейчас очень актуально стало. Лудомания. Сейчас очень много представителей молодежи, которые, не зная ответственности или последствий, участвуют в различных пирамидах, да, можно так сказать, и другие разные проблемы. В связи с этим, по инициативе главы региона, мы запустили данный проект в школах. С 2023 года это был как пилотный проект уже сперва со школ Талдыкургана города начали внедрять, потом с начала 2024 года уже Панфиловский район внедрили, потом сейчас с этого сентября, с 1 сентября в остальных районах и городах менторы начали уже работу в школах. В целом менторство не имеет аналогов сейчас у нас в стране. Это такой международный передовой опыт, потому что мы изучали разные кейсы, разные проекты, опыты международные, как в Европе, как в Америке или как в Японии. Ведется работа по воспитательной в целом, по работе с молодежью. Объясните подробно, какие функции выполняет ментор и чем он отличается от психолога или социального педагога? Можно так сказать. Ментор у нас – это человек, с кем можно поговорить открыто, без каких-либо барьеров на закрытые темы. Потому что ты сам знаешь, я тоже был школьником, я тоже представитель молодежи. Мы всегда боялись о каких-то проблемах рассказать родителям, да? Или стеснялись. Также мы стеснялись говорить о каких-то моментах своим учителям или друзьям, или кому-то еще. Ментор, он такой человек, что универсальный, не ограничен какими-то барьерами, может открыто поговорить с учениками на закрытые темы и оказать всестороннюю возможную помощь. Это может быть психологическая помощь, правовая помощь, либо финансовые какие-то по вопросам консультировать. Мы замечаем, что многие факты и случаи, которые происходят среди молодежи, тот же суицид или какие-то участия в незаконных драках или, может быть, вымогательствах или каких-то либо еще других фактах, это в первую очередь бывает из-за того, что ребята не знают, какие есть последствия законные, какие по закону есть наказания за это, да? А с другой стороны, ребята не знают в будущем, это какой вред для здоровья их. С этого все начинается, потому что мы, когда проводим опрос среди ребят, они в основном говорят, что мы не знали, или мы не думали, что так будет, или мы не знали, что мы хотели просто один раз попробовать, потом закрыть эту тему. Сейчас менторы на различные темы разговаривают с детьми, с школьниками, им объясняют по каждому направлению. Например, мы по менторству
себе определили 9 направлений. Это сперва права и обязанности детей. Мы сейчас же знаем, все читаем свои права, да, везде. Например, каждый ученик знает свои права в школе, что он может, что он должен сделать, да. Но зачастую иногда бывает, что ученики не хотят придерживаться своих обязанностей. Например, ученики не должны пропускать там занятия, не должны причинять вред своим одноклассникам или вред имуществу школы, да, и так далее. Мы объясняем сперва вот эти правовые вопросы. Потом дальше идет у нас буллинг и кибербуллинг, это профилактика, лудомания, здоровый образ жизни. Потом сейчас немаловажно это профориентация. Каждый ученик уже должен где-то с 7-8 класса начать уже думать, кем он хочет стать в будущем, какую специальность выбрать, какой вуз выбрать, да? По этим вопросам, по каждому вот направлению наши ментора ежедневно на базе школы консультируют детей. Любой ученик с первых классов, начиная до 11, имеет право обратиться по любым вопросам к ментору, задать свои вопросы, поделиться своими переживаниями, если у нее есть какие-нибудь проблемы, консультироваться и попросить помощь, чтобы ментора в дальнейшем привлекли кого-то. Например, это может быть со стороны какой-то психолог, либо специалист по определенной сфере, там, например, юрист, адвокат, может быть. Либо если у ученика есть какие-то там проекты и идеи, хочет он воплотить в жизнь, да, тоже ментор окажет там помощь, с кем связаться, куда подать заявки и так далее. А по каким вопросам мы, школьники, можем обратиться к ментору? Это только школьные вопросы? И можем ли мы не бояться того, что наши вопросы, истории будут обнародованы? Сколько мы ему можем доверять? Школьники, они могут обратиться по любым вопросам. Это также личные вопросы, может быть, это либо социальные, бытовые вопросы дома, да? У нас, например, встречаются такие случаи, что ученики приходят в школу, наши ментора же мониторят они, во время занятий, во время перемен, когда проходят, например, занятия в спортзалах, либо когда они кушают, например, да, или просто там общаются с кем-то, они мониторят и смотрят за их поведением. Если у ученика есть внутри какое-то переживание, либо проблемы, это сразу заметно. Потом ментора начинаются с ними разговаривать, общаться, выяснять вот откуда это все идет. И мы, есть такие факты, заметили, предотвратили, можно сказать. Сейчас же очень со стороны государства, со стороны государственных органов очень много внимания уделяется на семейно-бытовые проблемы. Может быть, у кого-то дома родители, там, кого-то пьют, у кого-то, может быть, там бьет, да, разные случаи бывают. Это все влияет на здоровье, на психологическое состояние детей. Вот эти моменты тоже по этим вопросам можно обратиться к менторам. А в дальнейшем, например, если у вас там какие-то там отношения, коммуникация с учителями, со школьниками, с одноклассниками или с кем-то еще там не складывается, да, или напряженные какие-то, может быть, моменты, тоже можно ментору рассказать, и ментор там поможет по этому вопросу. А по части, например, конфиденциальности, это абсолютно полностью 100% никому не рассказывается, никому не распространяется, нигде не опубликовывается, потому что это в первую очередь мы не должны доводить до того, чтобы дать огласку, и там сверстник или кто-то мог бы этим булить ребенка или ученика, да? Из-за этого все работы делаются напрямую с учениками, с родителями, и где необходимо, привлекаются психологи, классные руководители и другие специалисты, которые необходимы для этого. А вот когда я готовился к подкасту, я немножко прочитал о менторах и узнал, что они есть только в школах по Житомирской области. Не значит ли это, что этот проект уникальный? Да, абсолютно можно сказать, что это уникальный, который нет аналога в стране. Мы сейчас первопроходцы, можно так сказать, в школах вот это все делаем.
Мы год изучали, пробовали разные механизмы, методики по работе вот со школьниками. И можно сейчас уже с уверенностью сказать, что спустя год проект дал свой эффект. Действительно, что он полезен. Есть ребята, школьники, которые обращаются, которые после работы с менторами уже свои вот эти видения, свои вот эти внутренние какие-то там принципы уже меняют. Это можно сказать, что ментора им помогают. И на данный момент уже идет обсуждение на уровне государства, на уровне республики, что внедрить данный проект в других областях и городах нашей страны. Сейчас и министерство занимается. К нам, вот можно сказать, пару фактов, моментов. К нам, например, приезжал спикер Сената парламента нашей страны Мавлен Ашимбаев. Мы ему презентовали проект. Он тоже одобрил, поддержал наш данный проект. В прошлом году глава государства к нам приезжал, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Мы тогда ему тоже презентовали данный проект. А есть ли статистика, какие результаты приносит работа профессионалов? Да, мы всегда ориентируемся и учитываем сперва мнение самих же детей. Это наш основной контингент. Мы время от времени периодически проводим соцопросы среди учеников. Например, проводим в сентябре. Это как входные данные, да? Потом через полгода и через год. Соцопрос и анализ делается. Например, в сентябре тебе могут задать, например, различные вопросы по менторству, либо в целом по твоим каким-либо переживаниям, либо по проблемам разным, да? По актуальным. После этого мы уже мониторим. Работа ведется по этим вот конкретным, которые составлены социальные карты, либо планы, либо индивидуальные планы с учениками, да, можно сказать, менти, мы называем их. По этим вопросам уже проводится анализ через полгода, что мы сделали и какой дал эффект, какие есть результаты. Потом через год, к чему мы пришли, какие вопросы мы решили, какие проблемы мы решили у менти. Сейчас, вот, спустя год, как я сказал, да, пилотный был у нас по Талдыкургану, есть определенные уже цифры. Это цифры департамента полиции нашей области. Например, мы смотрели вот так. Есть период за 2022 год, есть период за 2023 год. За два периода, если смотреть, после внедрения проекта менторства среди школьников правонарушение снизилось от 34 до 8 фактов. Такая же цифра есть у нас по Панфиловскому району. Там тоже где-то с 22 до 5, что ли, снизилось так, это фактов. Да, конечно, здесь нужно сказать одно, что сейчас о каких-либо результатах и о каких-либо там продвижениях прям так уверенно и громко сказать рано. Потому что это очень долгий процесс, это очень кропотливая и очень долгая работа, потому что сперва же мы работаем с подсознанием детей, с устоявшимися какими-то там принципами или там проблемами, да, которые долгое время накапливалось. Данный проект, я уверен, что даст свой эффект спустя через 3, 5, 10 лет. Мы, можно так сказать, что инвестируем в будущее наших детей. Потому что если сейчас поколение одумается и изменит свое мнение по каким-либо вопросам, например, они уже как окончат школу, как станут студентами, как уже или создадут семью, они уже будут уже проинформированы по всем вопросам. И уже вооружены, и каких-либо ошибок, правонарушений уже не допустят. И последующие поколения, которые следом вырастают, они будут уже видеть пример переднего поколения
и они будут следовать этому поколению. Мы все же дома, например, если в школе, там, если так посмотреть, мы же следуем по примеру родителей, да, что дома делают родители, потом, что делают там в школе, какой нам пример подают, да, и мы следуем к этому. И мы хотим, чтобы тоже сейчас, если такое поколение обучить, направить правильное русло, правильное направление, чтобы последующие ребята тоже по следу пошли. И здесь немаловажно, надо сказать, такой посыл нашим родителям, обществу, да, в целом мы все должны помогать детям. Мы не должны оставаться в стороне. Любая ситуация, либо любые факты, которые происходят, мы должны все участвовать в этих процессах и внести свои какие-то там лепты. Потому что в первую очередь все начинается с семьи, дома все начинается, родители, родительский комитет. Сейчас создаются разные советы, ассоциации отцов, родителей, матерей, да, они все должны, например, объединиться и в этом направлении работать. Помимо этого, волонтеры, неправительственные организации, все неравнодушные люди должны вносить свои лепты в этом направлении. Как идет подготовка менторов? Какое количество специалистов есть по региону? Угу. Очень хороший вопрос. Специалистов отобрать у нас было нелегко, можно так сказать. Потому что у нас же нет такой специальности или не было понятия ментор. Это был такой, как сказать, разные люди занимались этим, но это было какое-то дополнительное образование. Да? Когда мы пришли к выводу, что мы будем уже внедрять проект менторства, мы начали думать, кого мы сейчас будем брать на работу менторами. Это был очень важный первый вопрос. Потому что если, например, взять чисто юристов, они могут оказать там чисто правовую помощь, да? Если взять чисто там педагогов или психологов, они только могут оказать по этому вопросу, да? Если мы возьмем на работу профориентологов, они только по профориентации, например, помогут. Из-за этого мы начали смотреть сперва на личные качества людей. Если ты хочешь стать ментором, если у тебя есть цель помочь ребенку, значит, у тебя сперва должны быть личные такие качества, на которые ученик может довериться. Например, ребенок, он сразу почувствует, что ты лжешь, да? Ребенок может сразу почувствовать, что ты агрессивен, или там у тебя характер сложный, либо ты непреклонен, или ты не слушаешь его, или разные вот эти моменты, личные качества, ученик сразу замечает об этом. Из-за этого мы, когда проводим собеседование, мы смотрим на личные качества, такие как коммуникация, такие как доброта, открытость, то, что у него есть желание помочь. Это же менторство. Хоть мы говорим, что это официальная работа там, с 9 утра до 6 там, вечера, да? Но менторство у нас ведется 24/7. Например, если у тебя там 12 ночи, там, какие-то там проблемы, переживания, мысли возникли, ты можешь написать по WhatsApp или там, позвонить и там, поговорить с ментором. Вот такие моменты. И когда мы вот отбирали людей, смотрели вот на такие разные моменты. Есть у нас, например, молодые, как сказать, специалисты, которые окончили университеты, колледжи и пришли к нам работать. Есть, например, с опытом, кому уже за 50, например, да? Наши ментора, которые уже проработали в разных сферах, у них тоже есть опыт. Но их объединяет только одна цель – это первое – помочь ребенку. И в этом направлении они должны все сплотиться и все подстроиться под это. Мы с прошлого года, вот у нас по Талдыкургану 31 школа, по Панфилову у нас 48 школ и 37 менторов. И с сентября, я как выше говорил, уже начали внедрять по другим районам и городам. Общее количество у нас в этом году работает 126 человек уже. Из них 108 менторов, 11 координаторов, которые по районам, городам координируют работу менторства. А также есть проектный офис. И они все ежедневно, например, мониторят, консультируют, приглашают. Очень, кстати, один из важных моментов менторства, они приглашают со стороны гостевых
со стороны гостей, лекторов. У нас называется это гостевая лекция. Это может быть специалисты из разных сфер. Например, с прошлого года у нас уже для детей выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, аким области Мейбет Исабаев, прокурор области Мадияр Бекенович, аким города и так далее, депутаты сената, депутаты мажилиста, разные там теологи, психологи, юристы, руководители каких-то государственных органов, актеры, звезды, певцы из разных сфер у нас приходят и читают лекции, потому что у них есть свой жизненный опыт, как достичь больших высот. По этому направлению нам, например, я же говорил, что мы с прошлого года, например, начали внедрять данный проект. Да? По внедрению данного проекта нам очень был полезен опыт как раз таки вот акима нашей области. Он по профессии журналист, дипломат, который проработал в нескольких странах послом, и у нас в стране на высоких постах проработал. Есть у него такой международный и наш внутренний государственный такой большой опыт. И он нас консультировал, направлял, где нужно, исправлял. И по его руководству данный проект, можно сказать, достиг определенных высот. А есть ли планы на будущее по проекту? Мы ежегодно перед началом учебного года составляем на этот же год план работы менторства. Туда включаем все запросы, все предложения, просьбы, жалобы, все вот эти моменты учеников. Исходя из этого мы составляем план работы. А если мы придем к тому, что план такого стратегического, да, больше, то мы хотим, чтобы данный проект так и вот начали внедрять в других наших регионах. Потом мы хотим, чтобы данный проект был внесен в различные какие-то национальные проекты, концепции, может быть, это законы, может быть, да, образование, чтобы данный проект не приостанавливался, чтобы он продолжил работать. Потому что нельзя все оставить на полпути. Например, 3-5 лет данный проект существует, ментора работают в школе, потом это оставить, нельзя об этом говорить. Потому что если посмотрим на международные разные опыты, например, в Европе, в Америке, да, данный, можно сказать, специалист, ментор, да, очень развит. Даже там развиты психологические службы. У каждого человека, у мамы, у папы, даже семейные есть психологи, да, есть даже у детей. Даже вот когда ребенок идет в школу или в колледж или в университет, у них есть свои менторы, которые занимаются социализацией. Это вот такая же работа, которая помогает ему рассказывать. Мы же проходим, когда вот, например, ты же различные компьютерные игры играешь же, да? Да. Там, когда заходишь, тебе же выходят подсказки, тебе говорят, как, что надо делать, что где, что находится, что правильно, да, обучение. Вот. И ментора тоже так должны заниматься всегда. Приходишь в школу, тебе вот должны кто-то должен тебя направлять. Приходишь в колледж, университет, кто-то должен тебя направлять и помогать. Даже у нас, когда взрослое поколение устраивается на работу, у них есть тоже такие же специалисты, которые ему помогают быстрее понять работу и быстрее уже работать и приносить какие-то пользы в этом направлении. Вот по этому поводу, что хочу я в будущем, чтобы менторство продолжалось очень долгое время и так уверенно, крепко, так основательно закрепилось в нашем обществе, в наших школах, и чтобы не только по нашей области, в целом по стране снизилось, и даже чтобы не было вот этих проблем, суицидов, различных употребления наркотиков, курение, заниматься нездоровым образом жизни, привычки, правонарушения, кибербуллинги,
там, кому-то оказывать давление, буллинг, например, да, различные вот эти случаи, чтобы я хочу в будущем, чтобы не было их, чтобы наши братья, сестры, дети, чтобы они жили в таком безопасном обществе, где они могли получить качественное образование и уже строить светлое будущее и знать, что у них ждет в будущем. Илья Смолоболович, спасибо вам большое за очень познавательную беседу. Я думаю, что мы узнали очень много нового и познавательного о менторах. И на позитивной ноте мы заканчиваем этот эфир. Увидимся на следующем эфире Де-факто ФМ. Предложите новости для Де-факто ФМ по телефону 8 776 251 34 73.